Акурат у поўдзень у аэрапорт областного центра з Мінскай 161-й авиабазы прибыл борт Ил-76. Этап инструктажа и погрузки. Курс з аэропорта – полигон 38-й десантно-штурмовой бригады. При дапамозе сигнального огню на пляцоўцы маршрут самолета регулюе наводчик. Нягледзячы на календарный студзень, десантникам спрыяе и надворье. Небо ясное, а сила ветру невеликая. Усе дзеянні адпрацаваны па імгненням. За дварэсы скачкі ажыццявілі каля 60 вайскоўцаў. Пры сябе ў кожнага поўны камплект амуніцыі і ўзбраення. На борт трапляе толькі падрыхтаваны экіпаж. У кожнага з вайскоўцаў за плячыма не менш за 2 скачкі з парашютам і падрыхтоўка на спецыяльным паветрана-дэсантным комплексе. Служба проходит хорошо, прыжки были неоднократно, но самолета еще ни одного не было. Это удивительное чувство, все очень быстро, но захватывающе. Красота везде. Невозможно описать. Нужно самому прыгнуть, чтобы понять это. Для меня этот прыжок стал третьим из самолета Ил-76. С ощущениями знаком. Нового ничего, так скажем, не испытал. Но для большинства военнослужащих срочной службы это был первый и знаменателен, я считаю, он тем, что он был первым из всей бригады в 2020 году. С поставленной задачей особистый состав справился на выдатно. Ребята все подготовились, готовы, но из самолета Ил-76 практически никто здесь ни разу не совершал прыжки. Поэтому для них это новинку, немножко страшновато, но с работой со своей справились, действовали уверенно, как их учили мы, и в воздухе, и при приземлении. То есть проблем никаких не было, я думаю, достойно выступим в Российской Федерации на совместных батальонных тактических учениях. Удзел у двухбаковых вучэннях у Пскове на базе 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии брэсцкія вайскоўцы прымуць ужо ў лютым. Евгения Мороз, Владимир Казаков, телерадиокомпания «Брест».